стресс. Поэтому я бы не сказал, что витамин D влияет на... То есть он влияет и положительно, и отрицательно. И, кстати, вот эти балансы, они очень часто встречаются, когда смотрите, как работает клетка вот у нас в организме. Она всегда в этом балансе находится. То есть кто-то за, кто-то против, и поэтому баланс всегда держится. Да-да-да. А его лучше разделять, принимать это с витамином D? Или можно... Я сейчас скажу. Да. Так, смотрите. Я говорил, что К2 и D3 работают в паре, в связке. Они нужны друг другу. Ну, даже вот в таком положении я всегда рекомендую, очень часто рекомендую, чтобы D3 принимали утром, потому что это, D3 он возбуждает, он стимулирует, а К2 уже в обед. Даже те, которые работают в паре, я не пихаю вместе, поэтому никогда не покупайте D3 плюс кальций, магний B6, что-нибудь ерунда с другой, это друг другу будет мешать, и никто не будет работать нормально. Покупайте по одному. Только вот в комплексе, у нас 3 комплекса, которые мы должны все-таки покупать все это в комплексе. Это витамин В, всегда он в комплексе. Это витамин С, он всегда в комплексе. Сейчас мы поговорим о витамине С, потому что витамин С тоже все считают, что это аскорбиновая кислота почему-то. Это очень, я не знаю, какой-то саботаж какой-то. Поэтому витамин С это не аскорбиновая кислота. Это там много всего. И плюс я говорил про флавоноиды, потому что в природе вы не найдете нигде витамин С, чтобы витамин С был особняком. Всегда флавоноиды. Смотрите, где витамин С? В ягодах витамин С, в лимоне, в апельсине, в грейпфрут, там все они цветные. В перце, везде, где витамин С, там флавоноидов очень много. Это случайно? Нет, это не случайно. Поэтому мы сегодня будем как бы делать вот этот коктейль наш с лимоном. Именно потому что там флавоноиды работать должны с витамином С. И лимон никогда не выжимаете. Потому что в соке меньше всего вы оставляете самую дорогую часть, не задействованную, не использованную. Выкидываем мы деньги, а пьем вот самую малую часть. Да-да-да. Вот вы говорите, витамин магний B6 работает в комплексе, но вы рекомендуете его принимать отдельно. Почему, если он в комплексе работает? Нет, я говорил магний B6. Магний B6, да. Магний B6, у меня упаковка в этом самом лежит в кабинете. У меня был, и сейчас был такой спортивный интерес. Кому-нибудь подойдет, представьте себе, никому. Я никому, вот ни одного человека не нашел, даже вот те, которые очень сильно дефицитные витамином В, чтобы витамин этот B6 магний у кого-нибудь сработал. Не сработает, он беременный, да. То есть надо 2 ампулы просто вместе, да? Надо, смотрите, магний всегда я даю вечером. Магний всегда даю вечером, а витамин В даю утром. Надо их разделять, надо дать организму время, потому что то, что мы даем ему, мы думаем, что мы делаем хорошо, когда даем что-то, например, покушать. Морковку дали организму. Покушаем морковку. Мы считаем, что мы делаем, на самом деле мы даем организму очень большую работу. И это с этой морковкой будет делать, работать, прямо поднимать и опускать и так далее, все работает. И с таблеткой тем более. Если вот это с морковкой он так будет мучиться и работать, это очень глубокая работа. Поэтому, смотрите, лишнее не кушайте. Вот лишнее – это лишняя работа. И может вам ресурса не хватает на вот это самое. Если вы попьете кофе, там вместо 3 пышек пейте одну. Пейте одну, медленно кушайте и так далее. Жуйте подольше, там что-то себя обманываете. Вот. Нам просто, когда Татьяна Николаевна рассказывала, как убрать вес, а у нас были такие ребята, очень простые. Вот.
Она предлагала большую тарелку, и там всего-всего-всего, а потом отрезать это все пополам, выкидывать, есть половину, выкидывать половину, чтобы глаза насытились, понимаете? Ну вот насыщайтесь глазами, не кушайте сразу, смотрите друг друга, смотрите, нюхайте там что-то. Вот. Даже если она это легко бедная. говорить. А? Это легко говорить. Ну да, но это привычка. Смотрите, все, что сложное, да, все, что сложное, вначале это сложно, да, потому что у нас привычка все глотать, все это самое. Я про себя говорю. По-моему, не скажешь. Вот. А все-таки вот надо немножко вот как бы ограничивать. Иногда себя, вот хотя бы один день в неделю, или вечером не кушать, там, или ну, что-то такое делать, чтобы ограничение, чтобы дать, дать своему организму, дать ему. Да, я делаю. Вот, так что даже те витамины, которые работают в паре, все равно мы их разделяем во времени. Пусть они это самое. Сейчас я хотел вам рассказать немножко про... Синтия, какой еще третий витамин в комплексе? А? В, С? Комплекс, какой еще витамин нужен? 3 комплекса, да. Витамин С должен быть комплекс, должен комплексный. Витамин Е должен быть комплексным. Там должно быть все 8. Там должны быть все 8. Виталайни я больше всего покупаю виталайни. Это не потому, что я рекламирую, или потому что мне выгодно, а потому что больше всего подходит по тесту. Я много-много тестировал, много-много пробовал, вот какие витамины подходят. Все-таки виталайни. Я сейчас потом напишу вам какие-то B+, там, Сергеев, есть такие. Вот. Есть еще, может, я забуду потом сказать вам, очень важно масло зародыш пшеницы. Очень прямо масло зародыш пшеницы, если найдете хорошее. Я покупаю, есть такая фирма, называется РОО Союз. Там витамин Е, в принципе, там витамин А чуть-чуть остатки, и там много. Вот это Союз, у них Силигерс. Помните, я вам сказал, что селен надо хороший покупать, двухвалентный. У них Силигерс двухвалентный, хороший. Силигерс. А еще у них масло зародыш пшеницы тоже очень хорошо. У них еще и янтарит тоже хорошо. Это когда вы чувствуете слабость, устали на работе и так далее. Янтарит покушали, повышается эффективность кислорода, работы кислорода в организме. Вот. Я тут хочу это самое насчет масла зародыш пшеницы. Что делает витамин Е в этом масле? Смотрите, у нас в организме есть насыщенные жирные кислоты, есть ненасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты. Я хочу вам немножко порисовать, может это будет, все звучит как бы одинаково. Вот. Смотрите, вот жир, который твердый в комнатной температуре, вот, это почему? Потому что он прямой, то есть он прямой, то есть он насыщенный, он прямо такой хороший, со всех сторон насыщенный, у него нет, вот, он такой. Ага. Все, сделали большой такой, H, и это H, и это H. Вот такой, это прямой, поэтому он складывается, и когда в комнатной температуре он просто будет твердый жир. Твердый. Вот масло твердое, вы видите, масло твердое. Значит, это насыщенное. Если это не насыщенное, то что делается? Значит, убирается вот это протон. Здесь, не протон, а водород. А вот эта связь, она сюда добавляется.
это не насыщенные жирные кислоты. Это не насыщенные. А у нас где работает насыщенные, не насыщенные жирные кислоты? Помните, я вот здесь у нас мембрана клетки с двух сторон. Фосфо и